Вы понимаете, наша дружба между нашими народами, несмотря на войны, на политику, но мы дружим, мы братские страны. Поэтому я думаю, что несмотря на все, мы продолжим дальнейшее сотрудничество. Поэтому я приехала к вам получить знания, опыт для того, чтобы вот в данный момент моя страна нуждается в развитии и поднятии. Конечно. Сообща надо все делать. Есть же такая пословица: один в поле не воин, одну тростинку сломаешь, а если мы все объединимся, поможем, то веник сломать очень трудно. Конечно, практически невозможно. Потому что у нас тоже проблема преподавания кыргызского языка. Язык такового у нас нет, методики преподавания тоже нет. То есть мы тоже хотим поддержать государственный язык, но, как говорится, не знаю, с чего начать, можно сказать. Мы тоже надеемся на это. Поэтому мы надеемся, что вы и в этом плане нас поддержите. Будем делиться опытом, обмен опытом. А сейчас в данный момент у вас проходит семинар, В да? настоящее время здесь проходит семинар, да, учителя. Почему мне это интересно? Потому что я тоже работала в школе. Очень большая, острая проблема стоит именно квалифицированных учителей. Не хватает кадров, не хватает знаний, не хватает методики. И поэтому решили посетить именно Чеченскую Республику, потому что вы служите примером. И тем более у вас идет и чеченский язык, и русский язык. Так же, как и в моей стране. Кыргызский язык и русский язык. Поэтому вот у нас первая встреча, которая состоялась благодаря министерству. Я очень признательна. И надеюсь, что это будет не последняя встреча. Я бы, вот, если будет возможность, посетила бы вот лекции, посидела, послушала, как у вас это работает, как у вас это преподается. Может быть, какие-то навыки взять и это внедрить у нас в Кыргызстане, в моей стране, чтобы помочь моему народу поднять, да, до определенного уровня, до нужного уровня. И государственный язык, и официальный русский язык. Как когда-то Ахмад Кадыров это сделал, как продолжает путь Рамзан Ахматович, да, как его команда, вот это сильно, на чем вы держитесь. Я бы хотела бы точно так же поднять свою страну. Поэтому я ничего не прошу, я прошу просто опыта, знаний, может, какого-то методики, какого-то вот направления, чтобы вот так. Если, я говорю, у вас будет желание, да, или у вас какие-то учителя, то мы будем очень признательны. Хорошо? Спасибо вам огромное. Я думаю, что это наша не последняя встреча, к которой мы приехали. Я благодарю ваше министерство, что позволит посетить Чеченскую Республику и вот то, что встречи. Мы рады видеть вас. Спасибо большое.